необходимо неуклонно отстранять всякие притязания инородцев на какую бы то ни было обособленность и национализацию школы. Руководящим началом должна быть единая русская государственная школа на всех ее ступенях, для всех без исключения инородцев империи. Сказано более открыто, более конкретно. Эта же идея проводится в законе и в жизни. Как видим, идейной основой закона номер 309 является реанимация и обострение имперского недоверия к нерусским народам Российской Федерации. Нас хотят убедить в безысходности навязанной нам судьбы, неизбежности ускоренной нашей ассимиляции. Языком закона нам говорят: вы, нерусский народ России, останетесь под постоянным подозрением в неблагонадежности, пока все вы не станете русскими. Осталось 1 минута. Очень похоже на то, что закон номер 309 это законодательное воплощение идеи России для русских. Началось внедрение закона в порядке эксперимента. Но при введении этого закона некоторые сделаны уступки. Разрешено изучение, скажем, национальных языков первых 4 классов школы, и некоторые другие. И некоторые это восприняли с восторгом, как вроде отступления от закона и разрешения всего нам снова. Но не надо заблуждаться. Во-первых, ограничение изучения родного языка народов страны 4 классами начальной школы – это дискриминация народов по национальному языковому отличию. Это введение в российское общество категории неполноценных народов. Во-вторых, изучение родной культуры, литературы и истории своего народа в этих новых стандартах не предусмотрено вообще ни в одном классе. В-третьих, изучение этих родных языков по решению Министерства образования и по стандартам, утвержденным правительством, не имеют законодательной защиты. В самом законе их нет. Следовательно, вот эти разрешения на изучение языков, они могут быть отменены в любое время, и мы не сможем их опротестовать на основе закона. Отсюда мы зависим от милости этих начальников. В-четвертых, 4-классная норма национальной школы принадлежит, идея 4-классной национальной школы принадлежит не России. Были и другие инициаторы, которые плохо кончили. Не стоило бы последовать их примеру. Ограничение национального образования для народов, захваченных восточных территорий 4 классами народной школы, предусматривалось нацистской Германией. Рейхсфюрер СС Гиммлер предложил эту норму 25 мая 1940 года специальной запиской для Гитлера об обращении с населением предполагаемых к захвату восточных территорий. Вот он что написал. Что же касается отдельных народностей, мы не намерены стремиться к их сплощению и численному росту, а тем более к постепенному привитию национального сознания, национальной культуры. Для ненемецкого населения восточных территорий не должно существовать высшая школа, а вполне достаточно 4-классной народной школы. Столько, сколько нам сейчас разрешено. Предложение было одобрено и стало частью нацистских планов. Таким образом, солдаты, воевавшие в годы Великой Отечественной, одержавшие победу, нарушив эти планы, наверное, не надеялись, что они возродятся через 65 лет. Я не буду, в связи с тем, что осталось время, то есть мало осталось времени, что 13 сентября, через 2 дня после принятия в первом чтении закона номер 309, Генеральная Ассамблея, это 13 сентября 2007 года, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла декларацию о правах коренных народов, которая готовилась 22 года. Конечно, если вы позволите, у меня вот чуть-чуть еще осталось. Вы, к сожалению, лимит времени исчерпан. Говорите. Опубликовано, вернее, будет это? Да, безусловно, да. Ну да, чего же? Может, возможно, не будет. Сборник? Давайте дослушаем. Да. Первому Григорию докладчику дать время. И вот декларация о правах коренных народов, которая принята 13 сентября 2007 года, я бы обратил внимание на вас только на первые части 2 статей. Статья 14, часть 1.
Коренные народы имеют право создавать и контролировать свои системы образования и учебные заведения, обеспечивающие образование на их родных языках, таким образом, чтобы это соответствовало свойственным их культуре методам преподавания и обучения. Статья 13, первая часть. Коренные народы имеют право возрождать, использовать, развивать, передавать будущим поколениям свою историю, языки, традиции устного творчества, философию, письменность, литературу, а также давать свои собственные названия и имена общинам, местам и лицам и сохранять их. Но, к сожалению, Россия воздержалась при принятии этого документа в числе 11 государств. 11 воздержались, 11 были против, 4 воздержались. Согласно регламенту Организации Объединенных Наций, воздержавшийся считается как голосовавший против. Не согласен. Придет время и для России, я считаю, что понимание простой истины, что притягательный образ России в мире невозможно создавать, отталкивая от себя народы своей страны, унижая их недоверием, относясь к ним как к нежелательным пасынкам. Кто же захочет пристать к России, видя, как там поступают со своими коренными народами? Ведь законы, подобные номер 309, дают неотразимый аргумент в пользу антироссийских сил и настроений в ближнем и дальнем зарубежье, обрекает Россию на геополитическую изоляцию. У нерусских коренных народов России нет другой родины за пределами России. Но не по нашей воле и не по нашей вине нас насильно ставят сегодня перед чудовищным выбором. Или, как и в прошлом, вместе со всеми народами, вместе с русским народом и нерусскими, строить, защищать и укреплять единую страну, или безучастно наблюдать и тихо злорадствовать для неудачи. Этот выбор нам навязывают сегодня насильно. Обострившаяся проблема национально-культурного выживания коренных народов требует объединения всех наших усилий, всей российской общественности, чтобы добиться отмены этих дискриминационных законов. Мы вправе требовать у государства сохранения нашего гарантированного Конституцией права на сохранение родного языка и культуры. Мы вправе требовать вернуть нам наше право на сохранение и развитие родной культуры, на изучение родной истории и традиций своего народа. Мы вправе требовать отмены запрета школьных экзаменов на родных нерусских языках, как недостойную для цивилизованного народа форму дискриминации граждан по национальной принадлежности. Мы вправе требовать беспрепятственного предоставления нам нашего права учить наших детей и внуков на родном языке и родному языку от первого школьного звонка до завершения проверки качества знаний. Каждый народ с его самобытной культурой – это достойное уважение и заботливая защита – составная часть мировой цивилизации. Язык каждого народа, он не менее родной, чем язык тех, кто стремится установить в многонациональной стране свой языковой диктат. Каждый язык древних коренных народов России – это бесценное достояние не только России, а всего человечества. Родной язык – это душа и живая история народа, его многовековая культура, основа ее исторической самобытности и будущего развития. Народы исчезают с исчезновением языков. Народ жив, пока живет язык. Язык жив, пока он неприкосновенен для любых форм насилия над ним. Нет ничего нетерпимее, чем языковое высокомерие одних над другими. Нет ничего оскорбительнее для народов, чем языковое насилие и унижение. Ни один народ России ни по своей воле, ни насильно не согласится с клеймом второсортности, не примет отношение к своему языку и своей культуре как к лишнему балласту государства. Нельзя допустить, чтобы так называемые реформы школьного образования были использованы как вражеский таран для разрушения единства наших народов, как орудие противопоставления нерусских народов против русского народа и наоборот, под каким бы благовидным доводом это ни преподносилось. Дело, начатое законом номер 309, это попытка поджога нашего общего дома. Дело всех и каждого, чтобы не запылал пожар. Пора опомниться всем и осознать, и увидеть, наконец, в какую страшную беду нас погружает. Спасибо. Господа, я прошу по поводу лимита. Каким образом договорились? У нас есть... Товарищи, содержание просительного